Всем салам! Сегодня мы поговорим с вами о самом необычном тюркском народе. Прежде всего, это самый большой тюркский народ, который исповедует христианство. Однако в своем историческом развитии предки нашего народа исповедовали и ислам, и иудаизм, и христианство, но остались верными своему тюрко-монгольскому тенгрианству. Далее мы поговорим с вами о языке, который сохранил в себе наибольшее количество древних архаичных черт протюркского языка. И, конечно же, мы поговорим о народе, который является единственным живым представителем булгарской ветви тюркских народов. Прежде всего, давайте поговорим о чувашском языке. Самый первый факт, который нужно знать, это, конечно же, то, что этот язык является единственным прямым потомком волжско-булгарского языка. Этот факт можно считать стопроцентно доказанным. Чувашский язык является, несомненно, тюркским по всем пунктам. И по своим словам, и по структуре предложения, и, конечно же, по формам словообразования. В какой-то степени чувашский язык можно назвать классическим тюркским языком. Однако, из-за того, что он наделился более чем 2000 лет назад, он является непонятным для других тюркских народов, которые сформировались немножечко позже и, к тому же, в тесном контакте друг с другом. Если мы рассмотрим весь словарный запас чувашского языка, то что же мы увидим? Прежде всего, основной запас восходит к протюркскому состоянию. Это значит, что язык отделился тогда, когда все предки тюркских народов были еще как-то представлены в виде единого этноса. Достаточно большой пласт лексики восходит к восточным иранцам. А вот финно-угорский след в языке чувашском, кстати, представлен очень слабо. Все финно-угорские слова, это из марийского, удмуртского и мордовского, в общенациональном чувашском плане не представляют из себя даже 30 слов. К слову, это абсолютно сопоставимо с другими тюркскими языками Поволжья, например, которые относятся к кыпчакской группе, это татарский и башкирский. Разумеется, весь лексический состав чувашского языка и его особенности широко исследованы поколениями различных ученых, начиная от Николая Ивановича Ашмарина, заканчивая уже учеными современности. Например, Александр Савельев, Олег Мудрак, Анна Дебо, Алевтина Долгова, Николай Иванович Егоров, Виталий Родионов и так далее. Источники мы обязательно приведем для вас в конце этого видео. Кстати говоря, если ты представитель тюркского народа, то я научу тебя понимать чувашский язык, потому что здесь все очень-очень просто. А сегодня нам бы хотелось выразить огромную благодарность деловой России за то, что они поддерживают наш прекрасный проект. И, конечно же, ресторану Сувары. Ну что ж, до следующих встреч. Чебер!